А я смотрю, не идешь, я рацией попробовал. Ну ты сказал 10 километров, тут он же УКВ. А я не знаю. УКВ, ультракороткие, а они тут же бор мощняцкий. Ну, проверил точно, 10 километров точно не пробивает. Ну, китайцы что? Любят прибавлять. А я проползу сколько-то, попробую, не отвечаю. Дальше ползу, опять попробовал. И потом вот на какое-то расстояние, и ты уже сюда пришел, Да. где-то вызвался все равно. А вначале пару раз какие-то... И нету. Это я где-то на бугор поднимался, а тут с бугра. Там буквально отдельные буквы. Я нажимаю на эмоции. Ну, я понял, что связь неустойчивая, надо идти дальше. Ремень-то взял, да? Или ты не дошел до... Не дошел, я тут 100 метров так и прошел, пока ты километр прошел. Ну, попробуем. Практика критерий истины. Я шаги, потом чуть назад, тогда держишь. Ну ты быстрый, товарищ, уже сколько прошел. А идешь, как будто прихрамываешь, она не проваливается. На палку опираешься. Да-да. Нифига себе скорость какая. Вот что значит молодость. Я бы неделю полз. Ну что ж, ждем здесь. Мобильник посмотрел 5:30 вечера. Тут вообще не 1 километр туда-сюда. Пешком ходить. Если в 7 часов вечера темные сумерки, то мы можем и не успеть. Но не пропадать же в родной тайге. Посопротивляемся обстоятельствам. Первый шаг. Сделаем костер. Походить по глубокому снегу придется. Ну да ладно, куда деваться. Так, ну что, начинаем борьбу за выживание. Так, мелкие сухие сучки. Ты уже дошел? Да, дошел. Ну ты как ракета, блин, как это тебе удается? Сам не знаю. Но ремень-то запасной увидел там вариаторный? Да, взял, сейчас обратно собираюсь идти. А я собрался костер делать, но думаю, может и не успею. Больно быстрый ты. Ну, ладно. Успею, не успею. Что будет, то и будет. Так, дальше. Сейчас вон ту небольшую сухостойну грохнем. До него метров 20 доползем. Пока собирал дрова, согрелся. Это большой плюс. Ты уже пришел? Ага. Ну ты, блин. Быстрый товарищ. Так вон я инвалидку О! починил. Слушай, молодец. Нифига ты даешь. Если б санки еще не втыкались этим, я бы их тоже притащил. Сумеешь воткнуть ремень-то? Да, конечно, что, первый раз. Ну, молодец. Ты как будто на снегоходе приехал так А быстро. в ту сторону у меня не было, а не там в рюкзаке эта фигня лежала. Это я обратно так иду. А туда-то так вот потихоньку надо... Подожди, а это же мы хотели оставить, а мы не оставили. Я ее с собой взял. С собой взял. Такие вещи нельзя оставлять. Ну да. В следующий раз ремень надо будет на шею, как ожерелье брать. Штук 10. Да. И я так и понял, что в принципе костер как таковой не нужен, мы успеем. Ну, успеть-то успеем, но тут пока сидишь-то хоть ноги чуть согреются. Да, я пока собирал, согрелся. Я вон, по-моему, до трусов уже сырой, блин. Пока тут полз, потом потел, блин. А еще туда идти и обратно ехать. Ну, обратно уже, надеюсь, это полегче будет. Ну, тут по пробитой-то, конечно. А там я как раз до Буранки доехал, думаю, сейчас развернусь. И он, все, и встал, короче, ну, капец. Там ничего не ослабло. Там, короче, я как понял, ну, то, что мы в нагрузку ездили, и до кучи, то, что на него масло попадает.
Он начал прокручиваться, перегрелся и Да-да-да. порвался. Я так подумал, что из-за масла. Потому что сам вариатор посмотрел, он в масле. Так что сальник придется по-любому менять. Это двигателя сальник, скорее всего, да? Да-да, сальник коленвал. Плюс нагрузка, то, что там застревали, вытаскивали, сложилось. Хорошо, что с собой был почти ремень. А мы сегодня с утра вообще-то дофига километраж тоже намотали. 80-то, конечно, нет, но порядочно. Ну да, такого круголя-то дали. Доехали, да еще круголя дали. Ну, и там ремень-то тут маленький такой стоит. Конечно, он не выдержал такой нагрузки. Ну, потепал я за собакой. Но. Да. Нет невыполнимых задач. Есть только пессимист человеческий и паника. Все можно сделать. И из любой ситуации можно выйти. Быстро идет, быстро. Нормальный костер. Если приперло, конечно, я сухостойно еще повалял. Но мне это не надо. Парит. Ура! Что-то слышу. И что-то блестит. По-моему, мы уже с хреновым ремнем ездили, потому что поменял, она из-под задницы аж выпрыгивает, блин. Скорость увеличилась. Намного. Ну. Даже вот один ездишь ощутимо. Ну засекай сейчас, за санками поеду. У меня часов нету. Ну что ж, бывает в жизни огорчения. Ну это не пешком! Меня не оставь. Да там это ж провалено, чтобы это Да-да-да. забуксовать. Слушай, вот эту штуку мне купили в мотомаркете в Сыктывкаре, там на Морозово. Я сейчас посмотрел, я заказывал, ну не я покупал, но я заказывал двухсторонним скосом. А что-то, мне кажется, с односторонним. А тот с набережных Челнов я это выписал. Я там специально тоже заказывал. Один скос, а второй прямо. Вот я руками держу. Вот здесь вот прямо, а вот здесь вот скос чувствуется. Ну это как минимум угольником надо смотреть. Так, ну что, вдруг пригодится, не выкину. Лыжу? А ты лыжи... Там оставил, мне же некуда их поставить. А, да. Ну, я и забыла, что у нас приключения. Ты дрень, я же думал, все окей. А у нас не все окей. Ну что, поехали? Не, ничего. Лыжи-то Какие? наши. Забрать. А, ну. Ой, на коленях хреново. Минус 4,5-то. Минус 4,5. Да. Ну. 7 часов 13 минут. В лесу темные сумерки. Ну, мы успели. Еще не полная темень. Да, Василий Батькович, нелегкая эта задача искать глухарины така. Это точно. Приключения выше головы. Так, ну ладно. Воду мы в обед приготовили. Сейчас что-нибудь сварим. Батя, как думаешь, если в чай попадет штук 20 этих Вкуснее будет. хвоинок,
аппетит нам не повредит? Точно нет. Не хотят.